За сутки еще 76 человек. В России растет число жертв COVID-19. Также резко увеличивается число инфицированных больше, чем на 10 тысяч за один день. Всего же в стране сейчас больше 145 тысяч зараженных. В печальную тройку лидеров среди стран СНГ входит и Беларусь. Число больных и там увеличилось. Больше 17 тысяч человек с диагнозом COVID-19. 99 скончались. На Украине цифра заболевших меньше 12 331, но там за весь период эпидемии умерли уже 303 человека. Подробнее о том, как страны СНГ противостоят коронавирусной инфекции, расскажут наши корреспонденты. Режим чрезвычайной ситуации в Молдове завершится 15 мая. Сегодня премьер-министр Оан Кеку заявил, что продлевать его не будут. В последние дни в республике наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. В день регистрируют около 70 новых случаев заражения. После отмены ЧС в стране сохранятся ограничительные меры. Жителям нужно будет и дальше соблюдать социальную дистанцию, а массовое скопление людей будет запрещено. Абсолютно необходимо соблюдать эти правила, потому что большинство специалистов прогнозируют вторую волну заболевания. Возможное возобновление этой пандемии или увеличение числа случаев вынудит нас вернуться к очень жестким ограничениям. Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане перешло за 1000. В стране постепенно смягчают режим карантина. Так, с сегодняшнего дня на работу выйдут сотрудники фотосалонов, цветочных киосков, парикмахерских, медицинских центров и стоматологий. Также возобновят свою работу микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты и непродовольственные магазины площадью до 500 квадратных метров. Главное условие работы – соблюдение мер безопасности. Руководители организации должны обеспечить централизованную доставку работников на работу и с работы на служебном автотранспорте. Обязательное наличие медицинского пункта с изолятором на объекте, помещении, постоянное присутствие медперсонала для обеспечения осмотра всех сотрудников до и после каждой смены. Наличие разметки для соблюдения расстояния между клиентами в очереди к кассовой зоне и зоне ожидания не менее 2 метров. С понедельника на улицах Азербайджана станет еще больше красивых людей. По указу оперативного штаба при кабинете министров карантинные меры смягчают, возобновляют свою работу парикмахерские и салоны красоты. Каждый сотрудник обязан строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Мыть руки до и после работы, обрабатывать инструменты спиртом, надевать рабочую форму и медицинскую маску. А вот владельцы ресторанов и кафе в Баку, Гянже, Сумгаите и Апшероне пока ждут разрешения открыть свои заведения, ведь их коллеги в других регионах страны уже принимают первых посетителей. Министерство здравоохранения Таджикистана сообщило о 52 новых случаях заболевания COVID-19. Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждено 128 случаев инфицирования. Правительство Республики Таджикистан и Министерство здравоохранения в данный момент принимают все меры для борьбы против распространения коронавируса, обеспечивают всем необходимым больницы и врачей, а с жителями проводят профилактические беседы.